Уникальные фотографии древних городищ, которые сейчас активно изучаются, Муса Аушев делал разные годы своей деятельности. Все они представлены на выставке. В основном краевед старается охватить те исторические объекты, которые не изучены другими ингушскими учеными. Цена кертир аз хига гасина хигат шеазер шухалха поазер шухалха поазер шухалха фудеш ханат бейнах цуханер зузабмлах егедсадихуна мала памятникишда. Выставка по следам преданий и легенд приурочена к 75-летию общественного деятеля и посвящена его исследовательскому труду. Сегодня коллеги и знакомые Мусы Ахмедовича отмечают, он проникся историей ингушского народа, является ее патриотом и понимает значение каждого ингушского камня. Он все это видит, он это замечает, он как бы сохранил вот такое свежее свое отношение к этим памятникам, потому что был постоянно заинтересован в этом поиске. И самое главное то, что он оставил очень большой материал для будущих исследований, для будущих наших ученых. Член Союза писателей Ингушетии, публицист, прозаик и поэт. За свой писательский труд Муса Аушев награжден медалью маршала Жукова. Им написаны исторические очерки о наших знаменитых предках. О Бейсаре Бунохо, Бейсаре Мочке и многих других. Ко всему, за что берется, старается подходить с большой ответственностью. Еще момент организации этого музея. Муса Ахмедович Аушев внес значительный вклад. Он дал поверить, что из него станет музей. Первые экспонаты, которые легли в основу этой экспозиции по этнографии, по археологии, это дар от Мусы Аушева. Всю свою сознательную жизнь делал все для того, чтобы история ингушей, чтобы культура ингушей, язык ингушей, образование ингушей было бы на высоком уровне. Марит Хадриева, дочь краеведа, вспоминает, что он всегда был примером для них. Знания и мудрость, накопленные годами, помогли Мусе Ахмедовичу не только внести в лепту истории Ингушетии, но и достойно воспитать детей. Я его, в принципе, не работающим никогда не вижу. Он работает постоянно, он все время что-то читает, что-то изучает, что-то пишет. То есть, если мы приезжаем к нему в гости, да, нам приходится его всегда отвлекать от его работы. Тем не менее, она не мешает ему, эта работа, оставаться очень приветливым человеком, коммуникабельным. Он всегда рад людям. Если где-то, наверное, в плане житейской мудрости мы сами чего-то достигли, то это только благодаря ему. Связь с музеем краеведения поддерживает долгие годы. Он дружил с ее основателем Туганом Мальсаговым и подарил немало экспонатов музею. Они также вошли в сегодняшнюю экспозицию. Здесь на нашей выставке представлена его семья, здесь его хозяйка, сам Муса Ахмедович, его дочери, внуки, правнуки. Здесь его мама, папа, его сестры и братья. Кроме книг и документов о профессиональной деятельности Аушева, в дар музею он передал зернотерки, различные кувшины, деревянный челнок и гребень, которым более 800 лет, и одну семейную реликвию. Этот серебряный кинжал, который передавался в семье Аушевых из поколения в поколение, в 1977 году при жизни Тугана Мальсагова Муса Ахмедович передал в дар музею, посчитав, что он должен быть достоянием общественности. Все артефакты и документы бережно хранятся в музее. Несмотря на то, что Муса Аушев уже 8-й год находится на заслуженном отдыхе, он не собирается сидеть без дела, и, возможно, к выставке в честь очередного юбилея мы увидим новые работы краеведа. Лейла Гайсанова, Рахман Цуров, Новости 24.